Поправки в Конституцию нужны, жизнь выдвигает новые вопросы. Вот совсем недавно общество удивилось тому, что наши молодые люди не слишком хорошо знают историю. И в нынешних поправках содержится поправка о том, что дети являются абсолютным приоритетом страны, и тут же указаны конкретные направления. Это воспитание патриотизма, уважение к старшему поколению. Больше отвечают новые поправки социальному сути нашего государства. Это значит, не должно быть заработная плата ниже прожиточного минимума, должны индексироваться пенсии. Следующее, значит, это защита цифровой экономики. И очень интересные, значит, такие перспективные вещи, как определение целей государства, как государства, направляющего свою работу на рост экономики, на рост социального благосостояния граждан. Поэтому эти все вещи, они очень жизненные, их выдвигает жизнь, и огульная критика поправок в эту Конституцию, которая сейчас идет, я бы даже сказал, оголтелая критика на последних днях, она направлена на то, чтобы ослабить Россию, чтобы не допустить, чтобы у руководства нашей страной оставался сильный лидер, который на сегодня является несомненным лидером среди руководителей государств всего мира. Я голосую за поправки в Конституцию Российской Федерации, потому что мне не безразлично будущее моей страны. Мне важен суверенитет и социальные выплаты моим детям. Если основной целью внесения поправок являются обеспечить и закрепить, то важно для здравоохранения, чтобы медицина была доступна для всех и во всех уголках нашей России. И чтобы не закрывались специализированные учреждения, чтобы не закрывались ФАПы в труднодоступных наследиях нашей России. Любой работающий человек не может быть малоимущим. Значит, зарплата медицинским работникам должна быть соответствовать и должна быть достойной. Закрепление поправки о сохранении исторической памяти позволит достойно воспитать нашу молодежь и не дать возможности в будущем исказить историю. Мы наследники Великой Победы. Все и всегда должны помнить об этом.